Танцевальный зал вновь наполнился ритмами лезгинки. К очередному фестивалю ансамбль СИК готовится серьезно. За плечами воспитанников немало наград и призов за участие в российских и международных фестивалях. Выступление на предстоящем конкурсе для них очень важно. После вот этого долгого затишья мы вышли, тренировались. Это будет наш первый выезд и довольно-таки масштабный выезд. Мы готовимся практически каждый день, занимаемся и хотим выиграть гран-при. Сама волнуешься? Да, конечно. Репетиция у нас начинается в 6 часов вечером и заканчивается в 20:00. Это так. И мы очень трудимся, мы стараемся делать репетицию нормально, чтобы у нас все получилось. Волнение ребят оправдано. Ансамбль СИК – первый коллектив в истории Ингушетии, который представит республику на международном фестивале «Танцемания». Его организатор ЮНЕСКО. Мероприятие пройдет с 1 по 4 мая в Москве. 4 этапа. На первом, проходившем онлайн-формате, наш коллектив получил 49 баллов из 50, занял первое место и прошел в полуфинал. Главное поехать, показать, что есть Республика Ингушетия, показать нашу культуру. И, естественно, я как никогда волнуюсь, это очень сильный фестиваль, тем более после столько длительного срока, что мы сидели дома. Но надеемся, что результаты будут очень приятные и хорошие. Наш ансамбль представит 2 танца «Праздничный рассвет в горах». Второй номер придумали как раз к фестивалю. Сейчас воспитанники оттачивают именно его. Единственный, кто не волнуется перед фестивалем, это юный солист ансамбля Расул Индиев. Мальчик не сомневается, они выиграют. Я вообще не волнуюсь. Не волнительно. А как думаешь, выиграете? Конечно, почему нет? Выиграем. Да, верю в себя, в ансамбль. Также недавно пришла очередная грамота за участие ансамбля в международном фестивале «Территория успеха». Он стал лучшим среди 8000 творческих коллективов из 20 стран мира и выиграл гран-при. А сам руководитель ансамбля удостоился звания педагог высшей категории. Самые основные – это Бразилия, Аргентина, США, Канада, страны Европы, Азии. В частности, что меня удивило, там были коллективы и с Южной Кореи, и с Северной Кореи. Ну, и в Россию, с Россией большинство коллективов, конечно. И так сложилось, что у нас фестиваль проходил в онлайн формате, но каждый коллектив показывал свой номер на прямой трансляции жюри. Мы здесь, в нашем репетиционном зале, подготовили детей, приодели их и показали свой праздничный номер. Так что воспитанники надеются заявить о себе и на предстоящем конкурсе. Сейчас ансамбль СИК готовится выехать на суперфинал в Москву. Творческие коллективы, а их 350 со всей страны и СНГ, будут бороться за выход в 4-й этап фестиваля, который пройдет осенью этого года в Париже. Лучшие коллективы финала также получат членство в составе Международного совета по танцу ЮНЕСКО. Отъезд на фестиваль запланирован 30 апреля. Дана Плиева, Акрамат Дасхоев, Новости 24.